меня они все живые, я всех, как сказать, мне тут несколько нравится работа, скажем так, я для себя выделяю. Для меня, вот как для директора, большая победа, что мы привезли, например, Петрова-Водкина у самовара. Потому что для меня это, ну, это большая величина. Вот то, что я хотела привезти, то, чего нет у нас в коллекции, да, это отсутствует абсолютно. Для меня, конечно, большая гордость, что здесь есть пейзаж Левитана «Большая вода». Это просто, ну, это классика живая, да, и она как бы ознаменовала появление русского демократического пейзажа в живописи. Если до этого художники идеализировали природу, да, то здесь он абсолютно не, он апоэтизировал природу, да, он рисует как бы даже грязь красиво, понимаете, даже лужу прекрасно нарисовал. Вот в этом как бы новое слово. Это начало русского импрессионизма, я бы даже так смелее бы сказала бы, потому что потом уже возникает, конечно, уже на рубеже веков такое явление, как русский импрессионизм. Он был предтечей, он вот смело ломал стереотипы. Посмотрите, какая композиция у «Большой воды». Она напоминает даже японскую гравюру за счет отражения, за счет асимметрии деревьев, за счет плавных линий. То есть там много очень нового. В отличие, например, от Федора Алексеева, который в первом зале показывает нам пейзаж Москвы. Кремль, собор Святого Василия Блаженного. Там вот такой академический пейзаж, но он очень интересен, потому что показывает старую Москву. В 1712 году уже Москва другая была. Вот. А это пейзаж 1904 года. То есть там еще лобное место изображено. Там ров есть у Кремля. То есть там очень много интересных, таких документальных, исторически важных вещей изображено. Изучать можно по этой картине старую Москву. Экспозиция Меликса на 3 зоны, и стены экспозиции имитируют стены самой Третьяковской галереи. Если вы там были, то вы помните, что зеленый цвет – это классическое искусство как раз 19 века представлено. И эти залы как раз показывают нам первую половину 19 века. Это самые главные имена: Кипренский, Брюлов, Тропинин. С этой стороны мы видим развитие русского пейзажа и такие имена, как Айвазовский, Саврасов, Левитан. Дополнен каждый зал скульптурой, причем авторы очень известные, такие как Арнопольский, Голубкина, Мухина, то есть хрестоматийные имена в русской скульптуре и в русской живописи. Если пройдете следующее пространство, оно позначено таким красивым брусничным цветом, опять-таки этот цвет стен Третьяковской галереи. Ну, с этой стороны представлен развитие жанра, сюжетной композиции. Здесь в основном историческая картина и портрет. Ну, каждый зал имеет аннотацию, и каждая этикетка также сопроводительную аннотацию имеет. Поэтому посетитель может полную информацию получить. При этом мы как бы инклюзивное пространство в музее развиваем. Например, уже есть заявки для плохо слышащих посетителей, которые спокойно могут посетить эту экспозицию и полную информацию получить. Издан каталог специально к этой выставке, где тоже есть аннотированные статьи к каждому произведению. Ну, вот, например, очень известная скульптура Антоновского, изображающего Нестора Летописца. Здесь мы видим портреты выдающихся личностей: Римского-Корсакова, Репина, Короленко, Пирогова, Чехова. Все портреты известных художников, например, кисти Сурикова, Серова, Репина. Ну и исторические полотна, выполненные Суриковым и Репиным, они дополняют экспозицию выдающихся соотечественников наших, да, выдающихся российских художников. Следующий зал. Если мы сюда пройдем, мы увидим развитие сюжетно-романтической композиции. Многие произведения сняты с постоянной экспозиции, но я сама как музейный сотрудник сама знаю, что музей крайне неохотно выдает произведения из постоянной экспозиции, потому что это классика, исторические вещи.
классические произведения, которые украшают постоянную экспозицию. Ну, например, Маковский, «Дети, бегущие от грозы». Дальше мы видим Перова, «Рыболов», всеми любимый художник, который отличался вот таким вот юмором, и его сюжетная композиция особо популярностью пользуется. Тоже сюжетная композиция Маковского связана с историей нашего Отечества, с народовольничеством, с таким явлением, да, во второй половине XIX века. Ну, я полную экскурсию рассказывать не буду, наверное, да? Пройдемте в следующий зал. Вот, мы решили восполнить вот этим рядом картин, то, чего как бы, мы лишены, не можем никуда не видеть. Ну и, конечно, это Гончарова, это Коровин, это Фальк, это Брас, образ Горького прекрасный. Ну и вы обращаете внимание, такая, так сказать, квинтэссенция этой экспозиции, это, конечно, скульптура Мухиной, ветер. Вы должны понимать, что это везде, все это оригиналы, и все это, так сказать, на самом деле шедевры отечественного русского искусства, которые были привезены. Замечательный образ русской крестьянки Архипова. Она не случайно соседствует с фасадом Третьяковской галереи, как бы символически обозначает, да, Россию, русскую культуру, ее мажорный, жизнеутверждающий дух. И дальше у нас идет Назаренко. Это московская художница Коржик, Зверьков. Это советский Егошин. Ну и заканчиваем мы как бы символически свою выставку образами судна, лодки, да, и там тоже у нас теплоход. Это как бы такое пожелание в рамках юбилея столетнего республики, чтобы у нас путь был дальний, чтобы мы двигались дальше. Ну и ассоциация с рекой Леной, да, это на самом деле известный художник. Ни одно видео и фото не заменит подлинник. Вот по телевизору балет смотрите, да, и реально в театре, вы чувствуете разницу? Живая музыка, когда исполнение перед вами идет живое. То же самое. Подлинник невозможно заменить. Поэтому надо приходить на эту выставку. Никакая информация, никакой сайт. Вот есть сайт Третьяковской галереи. Вы его посетите, все шедевры увидите. Но не будет у вас ощущения, что вы посетили музей и насладились подлинниками живописи. Потому что у вас есть свои глаза, свои чувства, вы цельная личность, которая по-своему переживаете каждый раз, каждое произведение. Этот опыт неповторимый, он должен быть именно с реальным произведением искусства. Невозможно его заменить.